Если погода, дождь пойдет. С ручкой что случится? Она не будет писать. Шариковая ручка геологу не компаньон. В тайгу настоящие профи берут простые карандаши. След от них не размокнет и чернила не потекут. Геологи поделились с подрастающим поколением, воспитанниками лагеря «Орленок», важными советами и, конечно, привезли с собой сокровища – природные камни. Фиолетовый аметист называется. Это, по сути, один и тот же минерал, просто разного цвета. Романтики-геологи считают, любой кристалл интересен, ведь за каждым история. В природе не существует идентичных камней, все различные по форме и цвету. Об этом и не только ребята узнали во время геологической однодневной смены. 109 человек ждал квест с 6 станциями. Кажется, детям понравилось. В Орленке очень круто, здесь эмоции очень разные, бывает и грустно, бывает и весело. На этапе можно было посмотреть, как выглядят камни, минералы. Показывали камни, шкала, морса. Почти выучил. Кварц потрогала и обсидиан потрогала. Мне, да, очень интересно было. Я сначала расстроилась, я думаю, мы до полдника в ККЗ просто будем сидеть с геологами, слушать их. А оказалось наоборот, мы ходим по лагерю и интересные задания выполняем. Перед геологами стояла задача познакомить с профессией, ведь важно готовить будущие кадры для компании. Познакомились с творческой частью жизни геолога, потому что ни для кого не секрет, что геология это романтика, это дым костров, это гитара, это песня. Подобное мероприятие впервые организовали корпоративный университет, Вилюйская ГРЭ и Алроса спецбурение. До конца лета в лагере проведут еще 2 геологические смены. А станет ли кто-нибудь из этих ребят геологом, покажет время. Впереди интересные и полезные знакомства с другими профессиями. Алена Боровкова, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край».